Со дня на день в Башкортостане должна наступить настоящая весна, которая, естественно, принесет за собой потепление. Давайте поговорим об этом сегодня в программе «Интервью». Какие последствия и как их встретит у нас республика, главное, представители спецслужб. Я представляю гостя в студии. Кирилл Первов, исполняющий обязанности председателя Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям. Кирилл Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Итак, мы говорим о том, что вот буквально со дня на день мы ждем весну, а это уже настоящую теплую весну, да, когда уже от минуса термометр покажет нам плюс. Соответственно, для вас, наверное, это еще и наступит пора таких работ, связанных с паводком. Действительно, в конце марта, в третьей декаде марта мы традиционно начинаем фиксировать уже случаи подтопления, в первую очередь, талыми водами. Это в основном какие-то низменные местности, ямы. Для того, чтобы таких вещей не допускать, мы традиционно рекомендуем и всем службам, муниципалитетам, и гражданам, у которых есть частные дома, заблаговременно очистить все водопропускные трубы, траншеи, для того, чтобы снег таял и вода своевременно уходила. Но если говорить в целом республике, то традиционно у нас подготовка заблаговременно начата, уже принято соответствующее распоряжение правительства Республики Башкортостан, проведено первое заседание противопаводковой комиссии, соответствующие задачи доведены до служб, до муниципалитетов, определен предварительный прогноз на эту весну. Мы уже можем сказать, что в этом году мы ожидаем паводок выше среднемноголетних значений, потому что целый ряд показателей, таких как осеннее увлажнение почвы, запас воды в снеге, они порядка 20-30% выше нормы. Поэтому мы готовимся, как всегда, по наихудшему варианту развития событий, для того, чтобы не допустить, чтобы у нас были пострадавшие. Кирилл Сергеевич, по прогнозам, какой будет паводок? То есть снега выпало в этом году, вот по информации Башгидромета, очень много, если сравнивать с прошлым годом. Да, если говорить по территории республики, то в первую очередь сейчас мы видим, что в бассейне реки Белой, то есть это юг республики, центральная часть, запасы воды в снеге, осенняя водность почвы больше. Соответственно, на этой территории ведется отдельная подготовка. Если мы говорим про город Уфу, то по предварительному прогнозу ожидается уровень воды в реке Белой в районе монумента Дружбы на уровне 670-770 сантиметров, а выход на пойму начинается на уровне 6 метров. Соответственно, мы ожидаем, что уже будет возможно подтопление. Это в первую очередь микрорайоны, например, Кооперативная поляна, это сады в Калининском районе, в Ленинском районе отдельные дома. Если по Уфе понятно, то давайте определим, вот уже есть какие-то участки, которые вот в зоне опасности в Башкортостане в целом, в которых возможно подтопление. Да, у нас в целом, в соответствии с распоряжением правительства в республике определено 313 населенных пунктов, которые, возможно, попадают в зону подтопления при наихудшем варианте развития событий. На этих территориях проживает 86 тысяч человек. Есть у нас так называемые плановые подтапливаемые территории, которые практически каждый год попадают в зону подтопления, которые находятся в поймах рек. И если отдельные брать населенные пункты в республике, то у нас, например, в Белорецком районе есть населенный пункт Габдюково, который находится на реке Инзер, и там есть дорога, которая на достаточно низком уровне находится, ее каждый год практически затапливают. Также в Архангельском районе, также населенные пункты, которые находятся в непосредственной близости от реки Инзер, там мы отдельно отрабатываем также с муниципалитетами. Также в районе Белорецка, Стерлитамака есть традиционные участки дорог и отдельные жилые дома, которые попадают в зону подтопления. Кирилл Сергеевич, а если говорить о превентивных мерах, которые применяются сейчас, какие вот работы по подготовке? Вы уже сказали, что они ведутся. Ну, вот хотелось бы, может быть, конкретнее услышать, что это. Да, ну, в первую очередь, если мы берем традиционные такие меры, это чернение, распиловка льда. Это нужно для того, чтобы вот на поворотах рек вблизи мостов ослабить лед, чтобы он в первую очередь там начал таять, для того, чтобы, когда уже приходит большая вода, чтобы через эти сооружения и такие затороопасные участки ледоход проходил без заторов.
Следующие меры, которые также мы готовы применять, это проведение взрывных работ на реках. У нас в республике определено 62 затороопасных участка. И в случае необходимости мы там проводим как превентивные взрывы. И когда уже идет ледоход, если такие заторы образуются, то проводятся в том числе и взрывы по оперативной ситуации. Как готово население? Ведется ли какая-то информационная подготовка? Может быть, какие-то проводятся именно рейды? Да, уже начаты подворовые обходы. Вот многие жители в городе Уфе, наверное, уже с этим столкнулись, когда соответствующие службы посещают, раздают памятки, объясняют, где находятся пункты временного размещения, где можно в случае необходимости разместиться. Также у нас в готовности к задействию находится система оповещения населения. Через громкоговорители также эта информация будет доводиться заблаговременно. И если уже будут опасности непосредственно подтопления, то также сотрудники муниципальных образований, пожарные, спасатели придут, заблаговременно оповестят, что необходимо эвакуироваться. Пункты временного размещения по всей республике уже определены на случай, если будет территория подтапливаться. Да, всего у нас в республике к задействованию в период половодья готовы 276 пунктов временного размещения. Это необходимо для того, чтобы люди могли в течение какого-то времени переждать в безопасном месте. Там будут все необходимые условия организованы, в том числе и питание. Поэтому нужно не подвергать себя опасности. И если рекомендуют вам эвакуироваться, необходимо следовать этим рекомендациям. Каким рекомендациям еще стоит следовать жителям республики, которые предполагается, да, что они в зоне подтопления? Что нужно сделать для того, чтобы быть готовым к этой ситуации? Да, но если ваш населенный пункт находится в зоне возможного подтопления, необходимо к этому заранее подготовиться. Во-первых, все какие-то вещи незакрепленные, которые находятся на вашем участке, их нужно или поднять наверх, или, если это невозможно, привязать к каким-то там деревьям, столбам. Дальше подготовить документы, в первую очередь, чтобы они были близко к вам в случае эвакуации, чтобы это можно было сделать быстро. Если у вас есть домашние животные, то также необходимо заранее предусмотреть, куда их можно эвакуировать. То есть это можно сделать или на возвышенность, или в какие-то определенные места муниципалитетом централизованно. Также можно пока своих домашних животных временно разместить. И самое главное, следовать рекомендациям служб, администрации муниципальных образований, и тогда вы будете в безопасности. Готовы ли спецслужбы, я имею в виду, может быть, не только человеческий фактор, да, не только сотрудников, но еще и технические какие-то, техническое оборудование, которое необходимо для работы? Да, всего у нас в республике готово к реагированию на возможные происшествия в период половодья 11 тысяч сотрудников и 3000 единиц техники. Для проверки их готовности проводятся соответствующие учения, тренировки. Например, уже 5-6 марта под руководством министра МЧС России в республике была проведена соответствующая тренировка по готовности к прохождению половодья и по готовности к особому опасному пожароопасному периоду. Уже результаты этой тренировки показали, что службы готовы. Далее мы проводим соответствующий смотр сил и средств. Он будет проведен у нас 15 марта. Далее будут проводиться отдельные тренировки с муниципальными образованиями. Поэтому эта работа у нас традиционно организована. И надеюсь, что это все приведет к тому, что мы безаварийно проведем половодье. И если резюмировать наш разговор, вот все-таки по прогнозам Госкомитета, по чрезвычайным ситуациям, именно и в целом, учитывая прогноз синоптиков, насколько сильно ожидается паводок? Вот здесь хочу отметить, что в последние годы, наверное, да, у нас паводок проходил значительно ниже среднемноголетних значений. Если мы берем, например, последние 15 лет, то это порядка на 10-15% ниже среднемноголетних значений. А последние 5 лет они были особенно маловодными. И если мы берем прошлый год, то, например, в районе Уфы уровень реки Белой составлял всего 302 сантиметра. То есть это минимальное значение за все время наблюдения. А нормальный уровень в период половодья составляет порядка 6-7 метров. Поэтому необходимо, особенно тем, кто, например, недавно построил какие-то свои частные дома вблизи рек,
отдельно уточнить в администрации своего района, попадает ли та или иная территория, улица в зону возможного подтопления. И если попадает, то вот такие соответствующие меры принять. А всю необходимую информацию мы в оперативном режиме, как всегда, в ежедневном формате будем доводить до населения. Также это можно будет сделать самостоятельно на нашем сайте Госкомитета по чрезвычайным ситуациям в разделе «Паводок 2.0». Там будет в режиме онлайн доступна информация по уровню рек на 57 участках. Это 57 наших автоматизированных постов, где наибольшую опасность представляет. Это можно будет все в режиме онлайн посмотреть. Ну и спецслужбы готовы к любому повороту событий. Да, мы традиционно готовимся по наихудшему варианту развития событий и все делаем для того, чтобы наше население было максимально безопасно. Кирилл Сергеевич, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о подготовке к паводку в Республике Башкортостан. Спасибо большое вам. Это была программа «Интервью». Сегодня о предстоящем паводке мы говорили с Кириллом Первовым. Это исполняющий обязанности председателя Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям. Спасибо, что были с нами.